Дорогие друзья, коллеги, я хотел бы, во-первых, искренне поздравить вас. Я сам рад очень принять участие в Большом педагогическом совете. Это одна из лучших традиций, которая нам досталась из Советского Союза, и признана школа наша была лучшая в мире. Я с удовольствием приветствую всех, кто находится в этом зале. Я неоднократно говорил и хочу повторить еще раз, что будущее республики, будущее в целом страны зависит от поколения, от их образования, восприятия ими реальной жизни. Реальная жизнь, она совершенно другая, которая нам кажется, когда мы находимся в учебных классах. И когда выходишь в жизнь большую, то много вопросов возникает, которые, может быть, упущены еще в школе. Сегодня количество необходимо заменить качеством. Качество образования – это самое главное сегодня. И мы можем говорить о больших цифрах, хороших цифрах. В этом году я рад, что министерство, когда у нас ЕГЭ проходил, у нас подтвержденные 251 медалист. У нас 26, я если не ошибаюсь, это 100-бальники, подтвержденные Министерством просвещения Российской Федерации. И сегодня самое главное, большое внимание, которое уделяется президентом Российской Федерации и правительством в целом. У нас сегодня состояние такое, что я посмотрел перечень некоторых школ, они у нас есть 100 лет, 1900 года, я даже уточнить сказал у министра, правда ли это так. У нас есть 40-х годов, 50-х годов, но это материальная составляющая. Материальная составляющая мы в этом году построим и введем в строй 7, и на следующий год 22-й, более 20 школ и детских садов. В части обеспечения зданий и сооружений, конечно, сложности есть. Самое главное, открывая детские сады, я смотрел на счастливые лица детей, ведь там закладывается как раз основа понимания жизни, дружбы, взаимопонимания. Ведь все, что у нас в сторону ушло, как бы услуги услугами и в школе, и в здравоохранении, но мы забыли про душу. Душа, она не тренируется. И вот вы, именно вы вкладываете, преподаватели, педагоги, воспитатели, в ребенка то первое мироощущение, которое воспринимает он от вас. И будущее, последующее, ему легче будет адаптироваться в этой жизни. Они у нас способны, надо просто увидеть, вовремя увидеть, что на что способен каждый. Ну, это сложно, наверное, но все-таки. И та программа, которая сегодня есть и разрабатывается, и я думаю, что и наш университет, и научно-исследовательский институт, и особенно переподготовки Институт повышения квалификации педагогов. Это вот этот вот институт повышения квалификации, много раз мы беседовали с министром, я хотел бы, чтобы уровень там еще поднимался выше, чтобы вы могли те новшества, которые сегодня у нас есть в стране в целом, наука нам преподносит их. Я хотел бы, чтобы вот эти новшества были внедрены у нас, в республике. Я сегодня с огромным удовольствием скажу вам, в прошлом году у нас были нарекания, там, 19-й год, что 20-й год, вот что у нас и ЕГЭ не так проходит, еще что-то, такие неприятные были
беседы в Министерстве просвещения, но мы все-таки исправились. Я очень благодарен нашему Барахоеву, сенатору, который возглавил и стал председателем комиссии по ЕГЭ. И вот второй год у нас только положительные отклики, реальные отклики. То есть мы дали возможность тем учащимся, которые, наверное, смогли бы, не будем лукавить. Я хотел бы, чтобы и убежден, несправедливость, когда ребенок видит, учащийся видит несправедливость учителя, завуча, классного руководителя. Если в колледже он видит отношение к себе неравное, а как бы выделяется, когда те или иные личности, то это приводило к тому, что неравные стартовые возможности были у детей. И поэтому у нас и возникали вопросы, когда вы сами знаете это прекрасно. Самое страшное, когда молодой человек, ребенок видит несправедливость и ложь, которую он видит. После этого он начинает подстраиваться под это. Сильно-то он устоит, а слабый подстраивается. И с него вырастает человек, который думает двояко. Поэтому учитель несет то воспитание, которое ожидается ребенком, ему думается, что он сам, он же личность, и не надо его подавлять, но все-таки ему надо преподносить эти мысли так, чтобы востребованы были ваши мысли. Я сегодня с большим удовольствием хочу сказать, что вот этот год просто поблагодарить вас за тот труд, за то внимание. У нас 8 пунктов было, да, ЕГЭ проходило. Вот 8 пунктов у нас нарушений, вот таких, чтобы нам там какие-то были высказаны претензии, не было. Хотя справедливость в корне меняет отношение детей к нам. И самое главное, я уже министру сказал, Исеты Ибрагимовне, год пройдет, вы уж мне, пожалуйста, второкурсников список дайте, кто поступит, а потом обратную связь, чтобы мы получили, куда они поступили. И хотел бы обратиться к руководителям колледжей. Видите ли, специальности, которые готовятся, и вы сами это понимаете, бизнес нельзя на детях делать. Вот что я хочу сказать. На них бизнес делать нельзя. Поэтому все, сейчас до колледжа мы дойдем, я буду встречаться, я как-то не успеваю в этой части. Хотел бы, чтобы вы понимали, надо заключать соглашения, договора с нашими предприятиями, заводами, фабриками. Они у нас заработали, но у нас все равно рабочие специалисты, инженеры привлекаются со стороны, понимаете, с других регионов. И поэтому, я думаю, каждый директор, руководитель колледжа должен понимать, востребованность специалистов должно быть адекватно вашим специальностям. Если этого нет, вы просто тратите время, средства не только федеральные, потому что у нас 6 всего на бюджете у нас, остальные частные. Но вы должны понять, вы тратите деньги родителей. Вы тратите деньги родителей. Я хочу, чтобы вы понимали, что лишних денег у людей нет. Но ради детей они займут, влезут в долги и будут все-таки стараться, чтобы их ребенок выучился. В последующем, чтобы он мог поступить в высшее учебное заведение. Поэтому договора, и мы с министром обговорили этот вопрос Буковой, я хотел бы, чтобы колледжи подумали об этом. Оценка взаимодействия правительства республики будет с теми колледжами, которые готовят специалистов для нашей республики. Понимаете, у нас должны быть специалисты. Вот. Но это не значит, что специалистов не надо готовить вообще. У нас избыток
все равно есть и специалистов. Надо, значит, заключать с другими регионами. Это тоже нормально. Заключайте с другими регионами, узнавайте востребованность там, ближайших, неважно. Поэтому в этом плане, что колледж, он уже должен готовить конкретно человека, специалиста. И он их готовит. Но посмотрите, сегодня вы знаете предприятия, вот у нас заработали и в сельском хозяйстве, и в строительстве, и такие предприятия, как там швейная или там обувная фабрика и другие. А специальности нет. Пойдите туда, посмотрите. Ведь там гастарбайтеры, понимаете? Ну как это можно? У нас столько учебных заведений, а у нас со стороны приезжают. У нас ситуация была кирпичных заводов, 18 их. Они стояли, разобраться решились. С 1 января строим из кирпича. Такое было указание, и мы сейчас строим все объекты из кирпича. Но что получилось? Приходит министр и говорит, а нет каменщиков. Когда это у нас в республике не было каменщиков? А знаете почему? Профессия рабочего, мастера, прораба, она стала какой-то вот, понимаете, вот непрестижной, якобы. Потому что мы учим и относимся к детям, ну, как бы, он должен быть там космонавтом, это тоже хорошо, если он способен. Еще что-то. Но мы должны пропагандировать профессию рабочего, мастера. Понимаете, что среднее звено, которое колледжи готовят, я имею в виду, чтобы он шел и начинал с низов. Я просто, когда с молодыми людьми говоришь, они думают, что берешь и сразу вот там с неба упало тебе все. Я начинал работу стажером в 29 лет в органах прокуратуры. Мне пришлось учиться, работать, понимаете? И каждый здесь сидящий, поколение немножко младше, старше меня, это все прошли. Почему не передаем мы это детям? Что надо начинать с низов, надо начинать не стесняться. У нас стесняются работать, понимаете? Надо это разъяснять молодым людям, особенно в колледже, в старших классах. Второе. Надо обязательно учитывать, что на сегодняшний день молодежь, особенно наши молодые люди, наши мальчишки, они должны увидеть престиж армии. Престиж. У нас сегодня, вот этот год был весенний призыв, и мы не набрали людей. Это тоже, о чем вначале говорил. Это воспитание. Понимаете, сегодня тоже профессия. Сегодня воинским частям нашей армии нужен, конечно, в первую очередь специалист, технолог, информационные технологии, программисты нужны. Я почему с вами вот так говорю? Я хочу, чтобы вы достучались, дошли до детей. Мы можем там приказы, указы, методички писать, красивые слова говорить, а они просто живут реальной жизнью. Они видят, что вы говорите, если говорите правду, истину, вы стараетесь им помочь разобраться в жизни. Или же они видят, что одна рука одно делает, а другое. И они в жизнь выходят такие. Они тоже ищут вот такие вот теплые места. Понимаете? А жизнь-то она не теплая. Не теплая. Надо себя кормить, родителей кормить, семью кормить в будущем. Защищать Родину. Вот этот вот самый такой клубок добра, если вы вот этот доведете до них, они будут. Поэтому я не говорю, что вы не делаете, вы многое делаете. И вы, наверное, устаете очень.
но мы создаем условия, чтобы вам легче было донести до них. То есть школы, оборудование хорошее, удобные классы. Президент Владимир Владимирович Путин, вы знаете, он классным руководителям добавил 5000 рублей. Это тоже весомо для классного руководителя. Теперь для куратора в колледже тоже ведь довели. Ведь государство и сам президент особо отмечает эту часть. Президент к этому относится очень серьезно. И задача-то какая у нас? Задача в том, чтобы мы не были в хвосте, а вот десятки, сегодня, я думаю, углубленно еще послушаем все выступления, предложения. Я просмотрел ту работу, которую вы проводили в группах, да? Вот, поэтому вы чаще к нам приезжаете и будете помогать нам в той части, которой мы нуждаемся. А мы нуждаемся, потому что у нас не в обиду юристам, мне то есть тоже, и экономистам, нам нужны инженеры, энергетики, программисты, что-нибудь такое, чтобы у нас специалисты, нехватка их огромная, огромная нехватка у нас в республике специалистов. У нас что-нибудь там остановился лифт, нам надо в Ставрополь ехать. Понимаете? Это не дело. Это не дело, понимаете? Поэтому мы должны эти все энергетиков, специалистов, инженерных специальностей воспитывать. А это как раз колледжи в первую очередь. И я думаю, мы сможем это сделать. И вот ваша работа, я посмотрел, спасибо вам огромное, МФТИ, безумно высокого класса заведение учебное. Поэтому я хотел бы, чтобы мы понимали реальность жизни. Не просто, получил красные там, медаль, там, баллы получил. Он жить должен. И если ему вы поможете, и вот эта вот часть, которую отодвинули в свое время, у нас родители работают в школе, значит, там вот дал там уроки, и все, так не получится. Поэтому все будем делать. И правительство республики, естественно, президент всегда на контроле держит Россию, наше образование в действительности. И вы знаете об этом, он каждый раз старается донести. И у нас все равно выигрывают международные конкурсы. Сколько у нас ребят, которые ежегодно выигрывают международные первые места в мире. И я хотел бы, чтобы у нас появились чемпионы в знаниях. И все-таки я хотел бы, чтобы, не умаляя гуманитарную часть образования, все-таки хотел бы, чтобы наполнение было нашей республики именно специалистами технических вузов. Спасибо вам.